Напев хорала помещен вниз басового регистра, излагается частями, кусочками. А наверху красиво сочинены Себастьяном Бахом контрапункты. То есть контрапункты, например, мы смотрим, при сочиненные голоса, к данному голосу. А здесь Себастьян Бах поступает иначе. Я вам показываю. Вот это внизу, шагающий бас, вот английские, говорят британцы, вернее, американцы. Вот это как раз пресеченный контрапункт. Вот этот плавно шагающий бас, движение с ними, пам-пам, придает спокойность, держанность, степенность, важность. А вот наверху тема хорала. Но любопытно, как возлагает. Возлагает его полифонически, причем в полифонии имитационной. Только вступил этот голос. И на третий звук, на третий звук вступает второй голос с изложением этой же темы хорала. Или иначе, хотя Себастьян Бах обработал как сотни прелюдий, он находит как раз новый, необычный способ подачи материала. Так, что он сегодня... Что это за дела? Почему он завис? Все пойдет, наверное, забыл все вытащить. Сейчас. Идем до конца. Мы будем слушать, держать. Она попалась. Отмечу. Надеюсь, это уже здесь, у моей сокровищницы нет, которую у нас не хватает, беру оттуда, из одного ордена, так, странная музыка. Кстати, когда я буду там искать коробочки, помните, когда коробочкой Филиппа Немура Баха, и, по-моему, даже Адам Кристиан. Открывайся. Бемоль. Итак, слушай, органная, хоральная прелюдия бемоль. Так, теперь ваши. Проснется, слегка заснуть. Сигнал совершенно слабый. А здесь получим так вот, не только печаль, сдержанное ощущение покоя, одно душевное спокойствие. Очень философская музыка. Бах вообще больше над органных хоральных прелюдий. Это размышление торопливое, сосредоточенное, серьезное, глубокое. Говорил. Хотите подумать?
Итак, это в органной музыке, самый многочисленный и любимый жанр. В этой музыке вы слышите, Бах может растрогать, разжаловать, опечалиться, оставить подумать. Но точно так же, и, кстати, ему гораздо больше, но точно так же он может потрясать, восхищать. И, конечно, он может это делать прежде всего в произведениях крупных жанров. Прелюдии фуги, токкаты фуги, фантазии фуги. Их намного меньше, чем хоральных прелюдий, потому что это крупные монументальные полотна. Каждая такая пара, прелюдия фуга, токката фуга, фантазия фуга, это по сути мини-цикл, потому что две части. Но звучит такой мини-цикл столько, сколько звучит, например, одна соната Моцарта или Гайдна фортепианная, не меньше, иногда и больше. Это огромное полотно. Разумеется, колоссальный размер каждой из них. Но дело не только в длинности. Музыка может быть долгая звучащая, такой худенькой. Так вот, его произведение это полновесное. Мощь, сила, размах. Он испытал особенно сильное влияние Букстехуда в органной музыке. Не зря он 2 месяца в Львове провел, учился, впитывал себя. Поэтому от Букстехуда он вводит свои произведения и расширяет эти качества. Драматизм, энергию, напор, огромные размеры разработки. А тогда разработки были не видеть музыкантов в органных фугах. Вот. И еще меньше их было масштабных значений. Характер преображения темы в разработке. Виртуозность. Так, теперь, я уже говорю, что среди самых ярких органных хоральных прелюдий фуг, такие прелюдии как ми минор, ля минор, си минор и так далее. К сожалению, не так получилось, что у нас есть тексты одних, а записи их нет. А есть записи тех органных прелюдий фуг, для которых нет текстов, что мы могли сравнивать. Увы, что поделаешь. Поэтому парочку тем прелюдий и фуг органных я вам сыграю на фортепиано, хотя, конечно, это эрзац и равноценная замена. Раз больше масштабы в целом этих произведений, очень часто прелюдии и фуги имеют и больше протяженности темы. Они звучат 4, 5, 6 тактов вес, это очень умное произведение. Но не только больше протяженности, размер, они имеют больше диапазон. Если вспомните те даже маленькие прелюдии, простите, фуги, что вы играли, диапазон темы квинта, секста, септима, но октава большая. У его органных может быть октава, нона, децима, он децима. Такой масштаб. Чем больше диапазон темы, тем труднее из них делать фугу. Если вы научитесь писать фуги, вот, и будете это пробовать, сами поймете быстро. Так, значит, с текстами, даже те, что из нехватки, поэтому я по этим текстам сыграю, они в этом экземпляре, а потом вручу как переходящий красную знамя. Вот образец, значит, органной прелюдии фуги. Ми минор, си минор и ля минор. Да, это его хиты. Вот, и даже в клавирной версии не проще играть, а в оригинале еще. Так. Ладно. Видите, ноты старые, обложки сваливаются с них, к сожалению. А нынешняя нота не выбирали. Берегут то, что осталось сильности. Итак, господа, органная прелюдия фуга ми минор. Здесь нам сыграет даже не всю прелюдию, а кусочек от начала, чтобы почувствовали размах, мощь. Это на фортепиано, потому что не может фортепиано придать той мощи, и приходится прибегать к таким тремоло. Или дальше, вот такой яркий кусок, сейчас играю вам. Когда звучат его прелюдии, ощущение, что рушатся скалы, ломаются горы, пробиваются плотины, и мир рушится, такая сила. А вот и фуга.
что есть человек. Вот, оцените, господа, сейчас я покажу текст. Играть не буду, потому что безумно долго учить. Вот текст органной прелюдии семинар. Так вот, теперь я листаю перед вашими изумленными глазами. Да, во-первых, это письмо. Во-вторых, оцените масштабы этих скромных прелюдий. Играть и переиграть. Соната Гайда и то меньше. Многие сонаты Гайда. Это одна прелюдия. Безумно виртуозная. Поэтому долгое время вообще никто не играл. Даже на органе. Потому что очень трудно. Мастеров такого класса. И лишь потом начинается вот это самое. И еще. Я пока листал, но я заметил еще одну сущность. Что она, как это называется, прелюдия, она до предела полифонизирована. Это тоже черта органных произведений Себастьяна Баха. Прелюдии он полифонизирует, а в путь вводит колоссальные интерлюдии гомофонного склада. Сближает тем самым склад двух жанров. Вот послушайте. И любопытно, в отличие от, например, той прелюдии, потрясающей, здесь как раз опять лирико-философская музыка, созерцательная музыка. И поначалу вот это сделать вступает вместе больше возбуждению, страсти, вот он приносит в органную музыку страсть. Не вот это в органную музыку. То с такой же начинался. А вот и тема. Еще одна великая прелюдия фуга, ля минор, А-моль. Колоссальная тема прелюдии. Прелюдия, опять же, виртуозна, хотя менее сложна, чем серебряная. Вот оценить эту тему. С меняющимся ритмом. Тоже, кстати, широко использует прием. Меняющий ритм вызывает ощущение то возбуждения, то быстрее успокоения. Обычно 16-16 фигура. Дальше плавные движения. Движение в разбивку. Напоминающее лобом, опять же, то, что спрятана двойная тема скрыта в голосе здесь, диатоника, внизу хроматика прячется. Вот, это. Каденция этой прелюдии тоже, как понимаете, ну очень виртуозная. А вот сама тема. Одна из самых больших тем. 5 тактов. Огромный диапазон. Послушайте. Может, когда сыграете, может, не знаете. Потрясающая тема, колоссальная по размеру, диапазоном почти 2 октавы. А вот и фуга, длиной 5 тактов тема, и диапазон. Диапазон, господа, undecima. Красивыми, сложными для фуги секвенциями. Потом заметьте, она и
грустные и ироничные, шутливые, веселые, с танцевальной ритмикой. Какой-то пляж с грустными глазами. Радости не будет такого. Фуга огромная по размерам, одна из великих фуг. Длится, длится, длится. А вот этот кусок любопытен тем, что, смотрите, здесь звучит тема внизу, она излагается октавами, кусочек темы, часовой секвенции. А контрапункт изложен аккордами стаккато, то есть изложен в гомофонно-гармоническом складе. Вот это типичный прием для него органной музыки. Так, а теперь, поскольку у нас есть и запись, и текст, пусть у меня в одном экземпляре, его другого произведения, то с ним мы разберемся. Итак, кроме прелюдий и фуг, он сочинял еще фантазии фуги и токкаты фуги. Токката напоминает жанр итальянского происхождения. Родилась токката в органной музыке, потом были созданы токкаты для клавесина, по-итальянски чембало. Одним из творцов токкаты был Джероламо Фрескобальди, великий органист, клавирист итальянский середины 17 века, эпохи барокко, работавший органистом собора Святого Петра в славном городе Риме. Вот. И, в общем-то, токката, кроме итальянцев, мало кто писал. Французы как-то не интересовались этим жанром, не знаю, уж не виртуозы были. А вот после итальянцев увлеклись этим немцы, и особенно Себастьян Бах. И он написал ряд токкат великолепных, которые стали вершинами органной токкаты вообще. С тех пор орган токката пишет, но опять же, и здесь, и орган Себастьяна Баха пока никто не превзошел. Так, токката от слова токкаре, трогать, касаться, тач по-английски. Так, токкаре. И напоминаю, что токката построена на приеме быстрого повтора звука. Но когда он быстрый, то нам не хватает способности одной руки. Поэтому эти звуки обычно берутся поочередно правой или левой рукой. Потому что какая бы ни была репетиционная техника, с этой скоростью никто из нас не справляется. Безумно трудно. Зажимается запястье, к сожалению. Есть пределы человека. То есть, в силу вот этого приема, быстрый повтор звука, токката всегда производит впечатление произведения очень виртуозного. Почему это подчеркиваю? Потому что вообще-то, если понять принцип токкаты, то можно ловко этим пользоваться, играть, и это на самом деле будет не так трудно, как кажется. Но для любого слушателя, безумно трудным, эффектным. Себастьян Бах стал в токкате употреблять прием и перекрещения рук, что могло быстрее менять мелодический материал. Сейчас покажу, когда доберусь до этого текста. Итак, токката и фуги. Да, это тоже масштабные циклы, масштабная токката, еще более масштабная фуга. Повторяю, что в отличие от прелюдий, которые могли быть разными, токката обязательно виртуозная, обязательно использует этот принцип повтора звуков. Этот принцип настолько оказывается заразительным, что в 20 веке очень многие произведения великих композиторов, клавишные особенно, но и оркестров, в том числе, будут построены на токкатности. Даже если не будет названия слова токката или токкатный. Так вот, ну и самым большим хитом всех времен народов является знаменитая токката и фуга in D моль. Вообще-то, господа, запомните, у него не одна такая токката и фуга. В ре миноре, in D. Две. Но чтобы вас бедных-то не сбить, одна называется просто токката и фуга in D, то есть в ре миноре, а другая дарийская. Потому что в дарийском ладу. Вот еще среди них есть токката и фуга in C, то есть так, в до мажоре. Так. А теперь, чтобы туз это не спутали, правильно для вас, то, что вы изучаете по каталогу БВ 565 номер. 565. Так, запомнили, да? И еще, господа, на будущее. Когда у вас будет аудиотест по творчеству органа Себастьяна Баха, не пишите токката и фуга органная. Пишите токката органная, ре минор или фуга, потому что я не буду включать одновременно и токкату и фугу. Я буду включать либо токкату, либо фугу. Как говорят, нельзя одновременно сидеть на двух стульях. Это плохо кончается. Поэтому нельзя одновременно, потому что токката и фуга. Нет, вполне можно, если поставить два компьютера, с двух сторон будет такой эффект стерео. В данном случае то нет. Итак, формально-то
вторая мини-цикла, на самом деле тоже масштабная. И еще. Токката и фуга Ренуар действительно масштаб, заслуженно. Это мощная, великая музыка, потрясающая уже 250 лет, даже более 200, о боже мой, да, почти 290 с хвостиком. Время как идет, да? Вот. Так вот, и это один из самых больших хитов Баха. Наверное, ни одно баховское произведение так часто и много не переделали, как это токката и фуга. Переделали его оркестровые вещи, к примеру, это верно, клавирные вещи, но это чаще всего. Для оркестров, для скрипки, для синтезаторов, для чего знает чего. И играли джазовые музыканты, рок-музыканты, в общем, все, кому не лень. Музыка хорошая. И все вокруг нее, как вот возле банки со сметаной. Вот здесь у меня текст. В оригинале она очень сложна. Даст Бог нам когда-нибудь сыграть, а может и не даст. Поэтому здесь клавирное предложение. Много перекладов для фортепиано. Карл Таузик, знаменитый германский пианист, перекладывал, кстати, приятель Вагнера и Листа. Русский композитор Немировский, у него попроще, полегче для нас с вами. Поэтому даже, скрипя зубами, можно доиграть до конца. Правда, не очень быстро. Но даже в этом облегченное предложение поражает своей сложностью. Итак, сама прелюдия невелика, токката, 3 странички на великой музыке. Здесь Себастьян Бах нашел очень многое из того, что станет характером его творчества. А именно, во-первых, эта токката готовит характером полностью фугу. Она не противостоит ей. Она не контрастирует. Напротив, она готовит характер. Яростный, драматичный, напористый, героический. Во-вторых, не только по характеру. Себастьян Бах готовит будущую фугу даже интонационно. Вариантчик. Вот здесь появляется тема, я вам сыграю сейчас, которая звучит как перевернутое будущее тема фуги. Вот такой любопытный прием. Мало того, что здесь, в этой токкате, большой, на 3 раздела, и каждый словно материалом. И каждая эмоционально более напряжена, чем предыдущая. Такие волны. Одна, другая, третья. Ну как, 9-я волна Лазовского. Он дает еще самой токкате вот это знаменитое вступление. Кроме того, выразительность токкаты вообще органной музыки Себастьяна Баха объясняется лучше, чем тем, что широко используют в органных произведениях интонации и ритмы разговорной речи. Но не простой речь, когда мы там в коридоре болтаем с другом с подругой, а ораторская речь, призывная. И вот здесь его мелодика становится похожей на мелодику оратории, например, Георга Генделя. Призывная музыка, возвышенная, торжественная, как будто проповедь с кафедры в храме. Как будто призывы с трибуны, хотя тогда не было трибуны, зала для политической дискуссии. Итак, вот тематический материал этой легендарной токкаты. Вступление, как призыв. И каждый участник, важно, маленькое вступление, большой ток, он забирает огромный, массивный аккордовый каденс. Вот за вами захлопнут огромные двери храма. Возбужденная, порывистая, суетливая, как будто тут бегает сообщение, случилось что-то ужасное, надо помочь, спасать. И так несколько раз. И опять это забирает каденция. А здесь, между этим разом, если вставляет речитативный монолог, речь как бы размышления. Закончил первый раздел. Новый раздел, второй. Новая тема, полифоническая тема. Со скрытой полифонией, к тому же, еще более суетливо, возбужденная, отчаянная. Вот эта тема, классическое воплощение принципа токкаты. Повтор быстрого звука. Дальше. А дальше водопад звуков, который свалится вверху. Еще раз.
еще более быстро. То есть каждый новый раздел в новом темпе, более подвижный. Здесь пластично. Еще более возбужденная музыка. Здесь уже нет слов, язык у героя, когда принес ужасную вещь, обретает сложнее требовало, по сути, весь этот раздел на одном аккорде. Вот он. Уменьшили он весь аккорд, самый напряженный аккорд эпохи. Каденция. Крохотная пауза, начинается фуга. И вот легендарная тема. Тема большая, в диапазоне октавы, тема, содержащая в себе скрытое двухголосие. Здесь повтор звука ля, репетиция здесь. И ответ. И так далее. Тема, ответ. И вскоре чуть первое интермедия. Место, где нет темы. Красивые секвенции. Так вот, чем дальше, тем больше расширяет диапазон звуковой, высокий. Тема звучит напряженнее все. Перемещается в нижний регистр, вот это. Ясно, отчаянно. А контрапункт играется так, как играется в музыке гомофона граничных аккордами. И постепенно она делается все виртуозно. Огромная разработка начинается отсюда, которая наполняет виртуозными пассажами. Я не буду сейчас мучить ваш слух, изображать все. Вот одна из кульминаций разработок. Заметьте, что происходит здесь. Музыка уходит не очень далеко от тональности минора, в до минора. И звучат одновременно тема, контрапункт и изложение трилля. А теперь вспомните ваши отчаянные попытки, когда нужно пальцами играть триль, а тремя пальцами играть мелодию этой же рукой. Здесь там ровно жизнь. Это безумное место по сложности. Это кульминация, самое напряженное место. Прозвучала вот реприза, возвращение темы до тональности. Реприза маленькая, а вот это, господа, большая, пребольшая, как наша страна. Кода. Коды не новость, и до него использовали, но он превращает коду в итог подведения всего, прошедшего, главное, в разработку. Еще раз, эта музыка делается напряженно, отчаянно, драматично, взрывчато. Так, ну а теперь давайте послушаем. Последний произведение, не подумал, какой. Итак, токката и фуга, ре минор, номер, орган, естественно, номер по БВГ 565. Так, а теперь приготовьтесь. Сейчас это играется педалью. Наступает на педаль, и звучит это мощный звук. Новый раздел, второй. Вот эта тема интонационно приближается к будущей теме службы. Приближается к интонационно, тематически.
играет только винтер, орган не указан. Кстати, обычно издателю уже является, как правило, указание на носитель записи органа и храма. Каждого органа свойственно совершенно. Кульминация, третий раздел такая. Звуковые волны, волны, со смутающим символом. Хаос звуковой. Колоссальная концентрация энергии. Конец стаккаты, мощная каденция. Тема. Ответ. И сразу интермедия, то есть место, где нет темы. Новая тема. Вот так вот. Он изобретает, меняет регистры, то есть тем самым тембры. Новая интермедия. Новая интермедия. Тема. Нижний регистр басов. Такая двухнежная прозрачная северная интермедия. То есть внутри возникает яркий контраст. И суровая тема внизу, нижний регистр басов. Вот высокий регистр. Даже пасторальное пейзажное звучание. Птички поют, ветерок хлестит листиками. Это же контраст. Сейчас нас удивит дальше, когда обрушится на водопад звука. Широкий диапазон регистров, практически все регистры органы используют, все краски, органы очень богатые были. Сейчас постепенно. Напоминаем, орган происходит большой оркестр. Поэтому перекличка регистров, перекличка оркестрового круга. Разных инструментов, разного типа, разных регистров. Регрессор. То есть после разработки вращения цели. Так, сразу не успеваем, я включу сразу же коду, чтобы становиться видео. Итак, код готов. Код разработочный. Каждому потом выступать свои концерты, форум, свои сонаты. Сейчас расскажу. Лист.
мощная музыка, длящаяся около 10 минут. Берез. Много, весьма. Дело в том, что, в общем-то, столько есть большие кончерто гросса. Вивальди, Карелли, Марчелло, Генделя. Итак, господа, прочитайте до конца разбор, вернее, главу органной музыки Себастьяна Баха, разбор токкаты и фуги ре минор. Токкаты и фугу узнавать, и узнавать не только вместе, отдельно. И еще помните, не думайте, что если вы узнали начало, вы узнали произведение. Потому что музыкант, великую музыку, должен уметь узнавать с любого места. Поэтому не поступайте по-детски. Прослушали обсяг, это и запомните. И запомните. Так, ну а теперь до встречи через недельку.